Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы выпуска. Более 160 новых заражений коронавирусом выявили за сутки в регионе. Озвучим свежую сводку по COVID-19. Цифровизация Арктики. Первое место по экспорту IT-услуг и первый IT-парк на Дальнем Востоке. Якутия стала обладателем специальной номинации «Цифровой регион». В России завершился конкурс ледовых скульптур «Зимний вернисаж». Среди призеров есть работы из Якутии. За минувшие сутки в Якутии выявили 165 новых случаев коронавируса. По информации регионального оперштаба, в Якутске заболели 72 человека. В Мирнинском районе 20, в Алданском 16, в Нерюнгринском 13, в Мегино-Кангаласском 12. По 5 пациентов с коронавирусом обнаружили в Вилюйском, Жиганском и Татинском районах. Еще в 11 районах от 1 до 4 заболевших. За сутки лаборатории республики провели более 2800 исследований на COVID-19. Между тем, более 20 человек заболели COVID-19 с начала года. В Хангаласском Улусе в инфекционном отделении поселка Махсагалох лечение получают порядка 25 пациентов. В районе ожидается поступление 2500 доз вакцины. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Первую партию вакцины «Спутник Ви» под торговым названием «Гам-Ковид-Вак» завезли в район в декабре прошлого года в количестве 40 штук. Она предназначалась для медиков и была использована в полном объеме. Новая партия вакцины в количестве 2500 штук рассчитана не только на медиков, но и на другие категории граждан. Приоритет первого уровня – это медицинские работники, работники образовательных организаций, больные хроническими заболеваниями, диабетики, те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхолегочными заболеваниями, работники социальной сферы, работники многофункциональных центров. Приоритет второго уровня – это военнослужащие, полиция, прокуратура, допустим. Третий уровень – это муниципальные, государственные служащие. В общем, определено 3 уровня приоритетов. На базе медицинских учреждений Улуса будут развернуты 15 пунктов для вакцинации, где перечисленные категории граждан могут получить бесплатно прививку. Напомним, вакцина «Гам-Ковид-Вак» состоит из 2 компонентов. Вначале прививаемый получает первый компонент и только по истечению 21 дня – второй. Завтра получаем 13 морозильных камер для хранения этой вакцины, потому что условия хранения очень строгие. Минус 18 и ниже должна быть температура. Перевозка, значит, должна быть тоже организована. Их надо в холодных машинах возить, не в теплых машинах, а в холодных. И 15 прививочных пунктов, и выездная бригада у нас тоже будет работать по плану в крупных населенных пунктах. 19 января православные христиане отмечают один из главных своих праздников – Крещение Господне. Традиционно в этот день принято освящать воду и окунаться в прорубь. Но в этом году из-за коронавируса крещенских купаний не будет. В этом году православные верующие могут только прийти в храмы с купленной водой в запечатанном виде, сертифицированной водой, прийти в храмы и пройти обряд освящения этой воды. При этом они должны носить маски, соблюдать социальное дистанцирование. Как известно, 2021 год объявлен в Якутии годом здоровья. В Хангаласском Улусе в данный момент разрабатывается план мероприятий в рамках объявленного года. И, как сказали в Центральной районной больнице, в первую очередь мероприятия будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует 18 января. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, вакцинировать жителей страны от COVID-19 начнут в соответствии с поручением президента. В России зарегистрировано официально 2 вакцины: препарат Института Гамалеи и Института Вектор. На подходе вакцина, разработанная Центром Чумакова, сообщила Голикова. Ожидается, что после прививочной кампании вспышки коронавируса будут иметь сезонный характер. Напомним, вакцинация от инфекции в России началась 5 декабря. Пока прививку получают граждане из групп риска: учителя, врачи, пожилые люди старше 65 лет и другие.
В финале национальной IT-премии «Цифровые вершины» Якутия стала обладателем специальной номинации «Цифровой регион». Награда вручена главе республики Айсену Николаеву на площадке Гайдаровского форума в Москве. В Якутии ежегодно вводится до 2000 километров волс. В прошлом году достигнут охват интернетом 80% жителей республики. Впервые в России открыты 10 IT-центров в улусах и создаются новые рабочие места. В период пандемии запущено приложение «Облачная поликлиника», через которую проведено более 15 тысяч телемедицинских консультаций. Резиденты первого на Дальнем Востоке IT-парка вовлечены в цифровизацию всех отраслей экономики, в том числе и госуправления. Кроме того, Якутия занимает первое место по экспорту IT-услуг в Дальневосточном федеральном округе. Это оценка нашей работы, нашей всей команды под руководством Арсения Сергеевича Николаева. То есть мы должны сейчас оцифровывать Арктику. Принято решение на уровне правительства свою телеком-компанию «Арктик Телеком». Мы уже пришли в Оленек, мы идем со Скалах, мы будем подключать Колымскую группу УСов. Да? То есть есть идея идти на Патагай, мы будем подключать Тикси к Севморпути. И сейчас строим последние мили. Жительница Мархи Татьяна Николаева уже 4-й год занимается необычным для Якутии хозяйством – разведением перепелок. Она начала с 200 голов, сейчас в крестьянском хозяйстве около 1000 несушек. Поэтому хозяйка каждый день встает в 4 утра, измельчает кости карася, варит и все это перемешивает с комбикормом. Перепелок Татьяна кормит 3 раза в день, за сутки собирает около 300 яиц и реализует в пригородах и столичных магазинах. Продукция фермы имеет большой спрос. Влажность, там температура должна быть соответствующая. И должна быть, вот в первую очередь должна быть хорошее кормление. Надо хорошо кормить. Если хорошо кормишь, тогда хорошие яйца-то качественные будут. Скорлупа там. Перепелки начинают нестись в возрасте от 45 дней и сохраняют репродуктивную функцию до 3-летнего возраста. Медики утверждают, что перепелиные яйца – это настоящий клад для здоровья. По содержанию полезных веществ они намного превосходят куриные яйца. Между тем, жительница Мархи разводит 2 породы перепелок. Темно-серые – это эстонские перепелки, и белые – техасские, которые отличаются еще и вкусным мясом. В дальнейшем Татьяна Николаева планирует расширить перепелиную ферму до 3000 голов. Секция хоккея в Ленске остается без профессионального тренера. Родители обеспокоены, чем сейчас будут заниматься дети. В секции 50 воспитанников от 6 до 14 лет. Для спорткомитета решение специалиста стало неожиданностью. Вернуть в секцию постоянного наставника сейчас главная задача, пока проблеме нашли временное решение. Подробности далее. Борьба за шайбу на трибунах. Кажется, болельщики, они пришли поддержать свою любимую команду. Но нет, это родители. И пришли они сюда, потому что переживают. Сегодня у ребятишек последняя тренировка. Секция хоккея в Ленске остается без постоянного тренера. Хотя еще год назад их было 2. Борис Щедриков обучал детей владением клюшкой и шайбой последние 5 лет. Это кадры самых первых тренировок. Профессионального игрока иркутского Ермака после завершения игровой карьеры в Ленск пригласила местная федерация хоккея. Так, в 2015 году в спорткомитете появилась ставка тренера по хоккею. Тогда же открылась секция. Сезон начали на новом крытом корте. До этого ленские ветераны хоккея сами тренировали детей в приспособленном ангаре. С появлением профессионального наставника в виде некоммерческой организации появился и хоккейный клуб «Северный легион». С уходом тренера НКО также прекращает свою деятельность. По сути, мы не знаем, что делать, потому что дети очень стремятся, заинтересованы, развиваются. И сейчас остаемся мы, в принципе, без хоккея. Ладно, уже условия, то есть сколько нам обещали этот спортивный комплекс, скрытый каток, чтобы дети там занимались круглый год, достигали каких-то результатов. Этого нет. Теперь уже и тренера нет. И в растерянности, не знаю, спорткомитет, наверное, будет принимать какие-то меры. Первый шаг руководства спорткомитета – встреча с родителями. Много вопросов и эмоций, и это понятно. Без тренировок рискуют остаться 50 детей. Это младшая и средняя группы. Самым старшим сегодня по 13-14 лет, младшим по 6. Хоккейная секция – единственная, где можно заниматься с детсадовского возраста. В спорткомитете поделились. Решение тренера об уходе стало неожиданным.
неожиданностью, но проблему постараются решить быстро. Ну, также нами сегодня вот подготовлено письмо, которое мы сегодня также подпишем за подписью главы района. И направим письмо с просьбой посодействовать в поиске тренера по данному виду спорта, по хоккею. Да, и мы его сегодня подпишем и отправим в Федерацию хоккея Республики Саха-Якутия. Временное решение нашлось сразу. За то, чтобы ребята не растеряли навыки, пока найдется наставник на постоянной основе, будет отвечать председатель Ленской Федерации хоккея шайбой Виктор Стефанцов. Постоянное расписание тренировок сформируют уже в январе. До конца сезона лед пустовать не будет. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». 30 участников из 14 городов России и Белоруссии создали уникальные ледяные фигуры в центре Перми. Некоторые работы удивили работы молодых участников, те, которые первый раз участвуют. Мы были приятно удивлены, что смена растет достойная. Работая в командах по двое, участники конкурса создали 15 скульптур. Соревнование завершилось во вторник, 12 января, а в четверг начала работу выставка творений конкурсантов. Меня очень впечатлили работы из Якутии, которые заняли второе место призовое, потому что там в совокупности очень много образов, и каждый может найти что-то в нем. Если перефразировать вот фразу «если долго вглядываться в бездну, она начнет всматриваться в вас», тут можно сказать, что если долго вглядываться в искусство, оно будет всматриваться в вас, и вы обязательно найдете в нем что-то свое, близкое к вам максимально. Более 100 кубометров природного льда были добыты для конкурса и разрезаны на блоки, чтобы участники могли работать над ними. У команд было 5 дней на выполнение задания. Темой этого года стала «Ускользающая красота». На создание ледяных фигур скульпторам было отведено 48 рабочих часов. Победу одержала работа «Ты прекрасна» участников из Екатеринбурга. Вторыми стали жители Якутска со скульптурой «Путешествие в необъятие». А третье место заняла работа «Маленький удильщик», выполненная командой участников из Москвы и Белоруссии. Я очень рада, что в наше непростое время творцы ледовых скульптур приехали в наш город. Несмотря на сегодняшние морозы, сделали такие замечательные скульптуры произведения искусства. И я думаю, что каждый из творцов этих скульптур был отмечен жюри. Жители и гости города могут полюбоваться ледяными творениями в рамках выставки до 15 февраля. Кубок России по снежной ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» – авторский проект некоммерческого фонда скульпторов России «Единение». Он проходит один раз в 2 года, начиная с 2007 года. Агафья Гоголева, Эдгар Николаев, Пермь. К этому часу это все новости. Берегите себя, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.